Ну давай, 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 вставай, вставай, вставай. Ну вставай, селенок-то не хватает еще. Селенок подкопить он попросту еще не успел. Этому настоящему чуду всего несколько часов. Но как старательно и трогательно малыш пытается делать первые в своей жизни шаги. Слабенькие, еще не окрепшие ножки подгибаются и застревают в снегу. Ариша, давай, пойдем. Эти кадры 3 года назад снимала супруга Сергея Сивохи, Ирина. Этот неуклюжий бегущий детеныш – Ариша, ее крестница, первый лосенок той весны. Уже осенью она переехала в Туруханский район Красноярского края. Кстати, питомцы лосефермы Печора-Илыцкого заповедника имеют большую популярность. За годы существования хозяйства в другие регионы было передано более полусотни лосят. Последний случай был совсем недавно. В декабре прошлого года в дальний путь отправились 2 наши лосихи-сигалетки – Дуня и София. Они поехали в национальный парк Зюраткуль в Челябинской области. У нас лоси все вольно, так сказать, вольно живущие. Приходят, телятся, так сказать. Но вот еще предстоит все-таки и доение, как у вас. И дальше хотим все это направление развивать. Давай, давай, шуми громче, Орфеюшка. Певец. Вот так родившихся лосят ведут на ферму. Маленький сахатый пока не понимает, кто его мама, и просто бежит за большим предметом. По словам Ирины, которая 12 лет проработала здесь дояркой, новорожденных от лосихи нужно забирать в течение суток. По правилам, которые существуют с незапамятных времен, что в течение суток нужно забирать лося от матери. Привыкаемость лучше, и лосиха, принимая доярку как лосенка, и наоборот лосенок, с которым уже работают телятницы, он воспринимает телятницу за свою маму. Ну давай бери Сосу, да Дуня. Я ж хочу открутить, чтобы тебе легче сосалось. Кстати, за лосихами, которые должны вот-вот родить, доярки следят особенно тщательно. Во время родов животные уединяются, и важно его быстро найти. Просто ты уже по физическим каким-то данным лосихи знаешь, что она отелится в течение нескольких часов. То есть последний раз проверили, у нее пошло молозиво. Ага, вот, допустим, она через 3 часа уже отелится. 3 часа проходит, мы опять со Светланой Поликарповной или по отдельности ищем по этому загону. Ну, если лежит снег, легче, конечно, по следам поискать. Если снега уже нет, ориентируешься на то, что, как правило, лосихи, они из года в год телятся в одном и том же месте. Идея создания фильма пришла Сергею, супругу Ирины. Тем более за 3 года они наснимали немало материала. Сам монтаж занял всего 2 недели. Авторы выбрали самые яркие кадры из жизни лосефермы и не ожидали, что маленькие лосята так растрогают интернет-пользователей. Елена Кононова, телеканал Юрган.